Добрый день, дорогие земляки, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на торжественном открытии первого фестиваля тувинского шаманизма «Тунгыр». Шаманизм – это традиционная культура, повседневная жизнь тувинского народа в неразрывной связи с живой энергией природы и естественное соблюдение неписанных законов мироздания, уходящее корнями в глубину веков. Шаманизм у тувинцев представляет собой древнюю и повсеместно распространенную практику, при которой члены сообщества общаются с потусторонним миром благодаря посредничеству шамана. И основными функциями, которые исполнял шаман в традиционном обществе, были лечение, обеспечение удачного промысла, отведение несчастий, обнаружение пропавших людей, вещей и скота, общение с душами умерших и передача от них посланий живущим родственникам и иногда предсказание будущего. Традиционный шаман таким образом стоял на службе у своего сообщества и являлся его духовным предводителем, а потому его социальная роль в жизни сообщества была чрезвычайно велика. Как и в других странах, деятельность шаманов в Туве в разные времена подвергалась порицанию и запрету. Тувинские шаманы, например, сильно пострадали в советское время. Перестройка в идеологической сфере, активно проводившаяся в то время, прежде всего коснулась такой важной составной части тувинской культуры, как религия. В списке вредных пережитков феодального прошлого, которые нуждались в искоренении, оказались буддизм и шаманство. Однако преимущество последнего состояло в том, что культовые шаманские места находились далеко от поля зрения официальных властей. На высоких горных перевалах, в родовых местах, у водных источников, в тайге, что позволило им избежать полного физического уничтожения. А действующие шаманы под натиском атеистической пропаганды вынуждены были уйти в глухое подполье. В ноябре 1992 года было создано общество тувинских шаманов «Тунгыр» Бубен, президентом которого стал Монгуш Кенелопсан. Этнограф Монгуш Барахович первым из тувинских ученых занялся глубоким исследованием тувинского шаманизма. В 1993 и в 2003 годах в Кызыле под его руководством проходили международные семинары шаманов и шамановедов. На втором международном симпозиуме по изучению тувинского шаманства Кенин Лобсан награжден золотой медалью Американского фонда шаманских исследований. Яркая, многогранная, самобытная личность с особой харизмой, наделенная множеством дарований. Монгуша Бараховича уже при жизни с трепетом назвали «человек-легенда», «человек-эпоха» и «человек-загадка». Во всем мире высоко ценят поистине фундаментальный вклад Монгуша Бараховича в дело возрождения и сохранения духовных традиций наших предков.